Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема 99-я сура Священного Корана, сура Аз-Зальзаля. Сура состоит из 8 аятов. Итак, мы начинаем. Иза, первый звук межзубный, за, иза зульзиля. А за у нас свистящий звук. Относится к свистящим звукам. Иза, два счета удлиняем. Иза зу. Иза зу. Иза зуль. Зиля тиль. Арду. Ра и да, они твердые звуки здесь, так как дад со свойством продолговатость. Арду. Иза зульзилатиль арду. Зильзалаха. Зильзалаха. При остановке фатха аннулируется, остается у нас алиф в размере двух огласовок. Итого, первый аят, обратите внимание. Иза зульзилатиль арду зильзалаха. Второй аят. Ва ахраджатиль. Ха и ра твердые звуки. Обращайте внимание на это. Ва ахра. Ахра. Ва ахраджатиль. Уходим с кесры. Та на лам. Арду. То же самое, как и в первом аяте. Ва ахраджатиль арду аскалаха. Аскалаха. Аска. Два счета тянем. Лаха. Гортанный звук. Обращать нужно внимание, чтобы правильное произношение звука ха. Аскалаха. Алиф аннулируется. Прошу прощения. Фатха аннулируется. Алиф остается в размере двух огласовок. Мы тянем. Итого получается. Ва ахраджатиль арду аскалаха. Третий аят. Ва калаль. Ка твердый звук. И автоматически алиф подчиняется в твердости предстоящему звуку. Два счета тянем. Ва калаль. Уходим на лам. Ва калаль инсану. Касру ясно произносим. И здесь у нас первое правило. Мягкое ихфа. Инсану. Два счета удерживаем. Назализации. Уходим в долготу. Два счета. Инсану. Ма лаха. Ма. Два счета удлинения. Лаха, как и в предыдущих аятах, фатха аннулируется, алиф остается. И таким образом. وقال الإنسان ما لها. Идем дальше, четвертый аят. يومئذ تحدث. يومئذ. Межзубный заль. И ихфа. Мягкий ихфа у нас происходит здесь. Два счета удерживаем. Туха. Вот одна из самых распространенных ошибок это когда туха, туха, переходит в звук га, что является грубейшей ошибкой. Яумаидин тухаддису. После ха даль удваиваем. Су. Ах. Ошибка. Надо с мягкой хамзой уходить на твердый ха. Ахбараха. Ах. Мягкий, твердый, мягкий, твердый, мягкий. И поэтому звуки. Нужно обращать внимание на это. Ахба. Два счета тянем. Раха. Раха. Нет. Раха. Раха. Мягкий звук. При остановке аннулируется фатха. Остается алиф в размере двух огласовок. И итого четвертый аят. Яумаидин тухаддису ахбараха. Переходим на пятый аят. Обратите внимание. Би-анна. Ба мягкий звук. Тем более, если она появляется с касрой, нужно максимально мягче. Би-анна. Хамза мягкий. Нун с удвоением. И поэтому назализация, полноценная назализация в размере двух огласовок. Би-анна.
Раббека. Ра твердый. Б удваиваем. Раббека. Ау. Здесь обращайте внимание, будьте добры. Ау. Ха. Ха. Мягкий звук в размере двух огласовок. Ударение. Ау. Ха. Ла. Ха и ха. Нужно разделять между ними. Ау. Ха. Ла. Аннулируется при остановке фатха и остается удлинение в размере двух огласовок. 5-й аят. بأن ربك أوحى لها. 6-й аят, обращайте внимание. Яумаиди. Яумаиди. Вот здесь у нас правило идгама. Яумаиди. Вот до того, как дойти, я должен быть мягким звуком. Яума, нет, яума. Яумаиди ясдуру. Одна из самых распространенных ошибок, когда яздуру, язз. После идгама, после назализации появляется у нас сад, приходит в звук з, что является грубейшей ошибкой. Яумаиди ясдуру. С огласовки дамы переходим на нун. Ясдурун насу. Удержание в размере двух огласовок, а потом удлинение. Яумаиди ясдурун насу аш та шин. Тафаши, свойство тафаши. Аш та тал. Здесь тоже у нас ассимиляция, правило идгам без назализации. Аш та талли. Та-талли, лию. Аш-та-талли юрау. Остановки над вау. Аш-та-талли юрау. Ли юрау. А-ма. Айн. Такой резкая остановка. Чтобы не было. Нужно такое немножко более плавное. А-ма. А-ма. Хамза мягкая, айн, ма, ударение в размере двух огласовок, а'малахум, а'малахум. И 7-й аят, обратите внимание, будьте добры. Фамай, здесь у нас фа мягкая, ми мягкая, фамай, назализация, неполная назализация, идгам накыс, в размере двух огласовок, удерживаем. Фамайямаль. То же самое, как и в предыдущем аяте. Айн такой, остановка резкая не должно быть. Я, нет. Ямаль. Фамайямаль. Мискаля. Са. Миска. Ка твердый, и алиф подчиняется твердому звуку. Каф в размере двух огласовок. Ударение делаем и твердое. Мискаля. Мискаля зарратин. За межзубная. Зарратин. Ра удваиваем и уходим на танвин касра. Зарратин. Четкое и ясное произношение. Потому что здесь правило изгар, правило ясность. Зарратин хай. Хай райяра. Вот здесь у нас правило идгама с назализацией, не с полной назализацией, идгам накыс, хайрайяра. При остановке аннулируется мадсиля сугра, малослитное соединение, дамма аннулируется и переходит в сукун. И таким образом, хайрайяра, удержание в размере двух огласовок. 7-й аят, обратите внимание. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. خَيْرًا يَرَهُ. В конце «га» должно быть слышимо. «Ярах». И последний аят у нас. وَمَنْ يَعْمَلْ. То же самое, что и в предыдущем аяте было. Удержание в размере двух огласовок. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ. Ударение. Два счета. Твердое произношение алифа.
так как она подчиняется каф, как мы уже сказали, мискаля зарратин. Здесь у нас ихфа, сокрытие, в размере двух огласовок, удержание. Зарратин, зарратин. Так как шин мягкий звук, и ихфа тоже мягко должно произноситься. Зарратин шаррайяра. Здесь у нас идгам, как в предыдущем аяте. В размере двух огласовок удерживаем, назализация, частичная назализация. И ра твердая, ха дамма аннулируется, сукун переходит и удерживаем. 8 аят. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. На этом мы с вами сегодня прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.